На территории Республики Саха-Якутия сосредоточено более 80% всех ресурсов бивня мамонта в России. Потенциал мамонтового бивня Якутии очень высок. Ежегодно в Якутии добывается и вывозится, в том числе нелегально, около 100 тысяч тонн мамонтовых бивней стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. И как бы это ни парадоксально звучало, мамонтовая фауна Якутии живет своей бесконтрольной жизнью. В настоящее время в Республике Саха-Якутия широкое распространение получила деятельность среди недропользователей по сбору бивней мамонта и других осадков мамонтовой фауны, которые имеют высокий спрос на мировом рынке, в первую очередь в качестве сырья для косторезного производства. Бивни мамонта и другие остатки мамонтовой фауны являются коллекционными материалами палеонтологическими, и основанием для их добычи является лицензия, выдаваемая Министерством промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Действующее законодательство относит бивни мамонта и другие остатки мамонтовой фауны к деятельности, которая предусматривает поверхностный сбор, то есть без применения каких-либо механических средств, включая водяные мотопомпы, и направлена на извлечение единичных образцов мамонтовой фауны для создания или пополнения коллекции научного или художественно-декоративного и иного назначения. Результаты проведенных прокурорами проверок свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении органами контроля полномочий по выявлению и пресечению правонарушений при сборе останков мамонтовой фауны. В ходе одной проверки, которая была проведена в 2018 году, рейдовое мероприятие на острова Большой и Малый Ляховский было установлено 19 физических лиц, которые без разрешительных документов добывали мамонтовые кости, бивни мамонта. Обнаружено 22 фрагмента мамонтовой фауны, в том числе 8 бивней мамонта. И вот эти 8 бивней мамонта, как представляющие большую научную и музейную ценность, по иску Якутской природоохранной прокуратуры были переданы в собственность Республики Саха-Якутия. К сожалению, большинство граждан-сборщиков не имеют лицензий. Осуществляют сбор, а затем продают бивни организациям, которые имеют лицензию. Таким гражданам следует знать, что за безлицензионный сбор предусмотрена административная ответственность по статье 7.3 КоАП Российской Федерации. Если в результате безлицензионного сбора получен доход на сумму более 2250 рублей, виновное лицо несет уголовную ответственность по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное предпринимательство. Если ископаемые останки были собраны незаконно, они изымаются в пользу государства, как предмет правонарушения или вещественное доказательство. Одним из самых печальных фактов является губительное влияние на нашу якутскую природу, размыв берегов водяными помпами, в том числе на территориях объектов геологической и археологической значимости. Согласно статье 33 Закона Российской Федерации о недрах, в случае обнаружения при пользовании недрами редких палеонтологических объектов, представляющих интерес для науки и культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом в лицензирующий орган. В соответствии с временным порядком оформления документов при ввозе и вывозе культурных ценностей, который утвержден Минкультуры Российской Федерации в 2018 году, критериями отнесения культурной ценности являются следующие. Прежде всего, необычайная конфигурация бивня, кольцо или полная спираль, патология роста или развития, то есть размерная деградация бивня, вес от 50 кг или длина по окружной кривизне от 1 метра, за исключением находящихся в стадии распада или имеющих трещины. Следующим критерием является вес от 100 кг или длина по наружной кривизне от 2 метров, независимо от сохранности бивня. И последний критерий, независимо от веса и размера, если состояние сохранности бивней позволяет установить все его основные параметры – длину, глубину, диаметр и так далее. В соответствии со статьей 23 Закона Республики о регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом ископаемыми остатками мамонтовой фауны, остатки мамонтовой фауны, имеющие научную и музейную ценность, являются достоянием Республики Саха-Якутия. За их находки физические и юридические лица вознаграждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а следовательно, о таких бивнях следует информировать Академию наук Республики Саха-Якутия. И только не представляющие научную и музейную ценность и не выкупленные правительством Республики Саха-Якутия и Российской Федерации бивни мамонта и другие остатки мамонтовой фауны могут использоваться недропользователем по своему усмотрению. Между тем, повреждение, в том числе распил бивней, имеющих культурную ценность, влечет для граждан уголовную ответственность по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации с наказанием до 3 лет
имеют лишение свободы. И об этом следует знать как сборщикам, лицензиатам, так и экспертам, которые о таких фактах должны сообщать правоохранительные органы. Большие проблемы в нормативно-правовом регулировании мамонтовой сферы, несовершенствование в организации государственного контроля, который осложнен значительной удаленностью участков сбора мамонтовой кости. Имеют место факты ненадлежащего оформления лицензий. Не принимаются должные меры по закреплению порядка информирования об обнаружении палеонтологических объектов, представляющих интерес для науки или культуры. Организации, осуществляющие сбор коллекционных палеонтологических материалов, обязаны предоставлять ежегодно, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным периодом, в Управлении по недропользованию по Республике Саха-Якутия и Министерство промышленности и геологии Республики информационных отчетов о сборе коллекционных материалов. Непредоставление данных информационных отчетов влечет за собой административную ответственность по части 2 статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Прокуратура Республики Саха-Якутия разъясняет, сбор бивней мамонта допускается только на основании лицензии. Применение мотопомп, повреждение плодородного слоя почвы и доступ на особо охраняемые природные территории запрещается. Нарушение влечет штраф до 1 миллиона рублей и конфискацию орудий правонарушения и продукции природопользования. Если такая деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере или значительного ущерба окружающей среде, она является уголовно наказуемой. Распил найденных бивней, имеющих культурную ценность, влечет уголовную ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Согласно статье 12 Закона Российской Федерации о недрах, в лицензии указывается согласованный уровень добычи. При этом в силу названного порядка сбор означает извлечение единичных образцов останков фауны. Допускается сбор только до 10 образцов. Это означает, что на сегодняшний день по действующему законодательству промышленная добыча данного вида природного ресурса в коммерческих целях законодательством не предусмотрена и потому недопустима. Во-первых, прежде всего требует усовершенствования механизма маркировки собранных палеонтологических материалов в части обеспечения ее сохранности. Во-вторых, необходимо разработать, принять и внедрить систему учета собранных лицензиатами палеонтологических материалов и их дальнейшего оборота, а именно кому, на какую территорию выдана лицензия, что по ней собрано, данные маркировки и выдачи ветеринарной справки, результаты экспертизы культурной ценности и так далее. Такая система должна заполняться, лицензирующим органом, ветеринарной службой, экспертами и так далее. Требуется обеспечить доступ к данным этого учета как органов местного самоуправления, природоохранных, правоохранительных, таможенных органов и пограничных служб, научных организаций. Данные изменения, безусловно, нужны на уровне федерального регулирования, но до их принятия могут быть самостоятельно отрегулированы органами государственной власти республики. Осложняет ситуацию и отсутствие межведомственной работы. В связи с этим прокуратура республики провела форум обеспечения законности и правопорядка в сборе ископаемых останков мамонтовой фауны. В нем приняли участие представители органов законодательной власти, всех заинтересованных министерств и ведомств, правоохранительных и контролирующих органов, научное сообщество, общественные организации и объединения. По итогам обсуждения в рамках форума внесены конкретные предложения по совершенствованию регулирования общественных отношений в данной сфере. По поручению главы республики я занимаюсь именно регулированием правоотношений в сфере сбора мамонтовых бивней, так как сегодня региональный законодатель не может регулировать данный вопрос, это регулируется федеральным законодательством. А федеральное законодательство регулирует именно сбор мамонтовых бивней только в части в основном единичных коллекционных. Это несколько статей в законе о недрах. А другого законодательства, либо закона, либо подзаконных актов, которые собирало бы все моменты, связанные со сбором мамонтовых бивней, их нет. Есть приказы Министерства природных ресурсов. И как сегодня вы слышали, даже для того, чтобы провести идентификацию, как говорит ветеринарный надзор, они тоже это не могут. Сегодня возник вопрос в ходе обсуждения такая проблема, как правильное проведение экспертизы. То есть эксперты должны быть лицензированы. То есть вопросов достаточно много. Мы смотрели
вот и Китай, смотрели другие территории, туда, куда вывозится соответствующая структура, знает в каком количестве и сколько, да, это все идет минуя нас. И даже вот видите, сегодня вопрос возник по нашим косторезам. Мы делаем, извините, изделия, красивые изделия, у нас искусные мастера, да, не из бивней, а делаем из какого-то, извините меня, материала, который не является ценным материалом. Поэтому Министерство промышленности есть. Министерство промышленности сейчас вот презентовало нам определенную как бы движение, концепцию, что этим сейчас будут очень активно заниматься. Я надеюсь, что это будет один из, наверное, одно из направлений, которое было у нас продекларировано, которое прописано было в стратегии, именно местное производство. Наведение порядка в этой сфере требует комплексного подхода, информирования населения, в том числе сборщиков и лицензиатов, о требованиях законодательства и ответственности за их нарушение, устранение нарушений в деятельности лицензирующего и контролирующих органов, совершенствование республиканского и федерального законодательства. Для того, чтобы серьезно этим вопросом вот так заниматься вплоть до создания биржи и так далее, мы все-таки должны сначала хотя бы, может быть, маломальское, но правовое поле создать. Мы же сегодня понимаем, что у нас целая отрасль, вот, на самом деле огромная отрасль, с которой работают сотни, тысячи людей. Да? У нас сейчас вот сезон начался, там массовая миграция людей туда в Арктику, да? Как раз на копательство. У нас сегодня вне всяческого правового регулирования. Практически. Там есть вот эти какие-то документы у всех, да? Но они, знаете, как говорится, какой орган как посмотрит. Вот. И вот моя задача как главы республики вот сегодня состоит в том, чтобы мы все-таки через Государственную Думу, вот тот проект федерального закона, который был разработан, согласован с субъектами и профильными комитетами Госдумы, все-таки был принят. Государственной Думой Российской Федерации в настоящее время рассматривается вопрос введения сбора палеонтологических остатков как подделочных материалов. Но пока такие изменения не приняты, а следовательно, одна лицензия – это всего лишь 10 образцов кости. Федеральные и республиканские власти должны разработать совместный регламент с учетом природных условий Якутии и проживания местного населения на местах сбора мамонтовой фауны, чтобы включить в федеральный законопроект, подготавливаемый группой депутатов Государственной Думы Российской Федерации.